Эти самодеятельные артисты из Республики Саха являются постоянными участниками международных и всероссийских фестивалей, которые проходят в Москве и других городах России. Вот и сегодня они, прилетев из Сочи, посетили постоянные представительства, где рассказали о своих успехах. Мы приехали в Сочи, и там очень большим успехом участвовали. Наши великолепные, очень даже, можно сказать, хорошие ансамбли из Якутии. Например, Кысамма, народный ансамбль из села Бага, 2 гран-при взял. Жизнь городов и международной программы «Планета искусств». Это очень обрадует. И еще прекрасный фольклорный ансамбль из Сырдаха, города Якутска, под чутким руководством Георгия Ивановича. Они тоже 2 гран-при взяли. «Жизнь городов» и «Планета искусств». Фестиваль-конкурс «Планета искусств» в Сочи, представляя разные жанры и виды искусства, ставит своей целью и задачей укрепление творческих связей между культурой России и культурой других стран. Широко представляет национальную культуру народов мира. Это в Сочи. А в Москве тем временем уникальное искусство Якутии вышло за рамки здания постоянного представительства. И на улицах и площадях столицы зазвучали якутские песни. Духани долгутан жири, хамагай тылла хамугом. Духани долгутан жири, хамагай тылла хамугом. Кепсерен кеде тыгынан, керек келіп келбити. Духани долгутан жири, хамагай тылла хамугом. Духани долгутан жири, хамагай тылла хамугом. Чугай доглынкынан саңылын күлер күнната эн болан жүрі духани долгутан жүрі хамагай тылла хамугом духани долгутан жүрі хамагай тылла хамугом хамугом жүрі хамугом жүрі. Мне нравится народное пение, и поэтому я вот шел мимо и остановился прислушаться. Очень красиво было. Большое спасибо вам. Особую роль в этом коллективе Екатерина Семеновна Ощепкова отводит Георгию Попову, и не только как аккомпаниатору, но и как исполнителю национального фольклора. Сам Георгий Иванович получил большой гран-при «Таюк». Он пел «Таюк». Я даже не ожидала сама, что он поет «Таюк». Не думала, так, оказывается, молодые люди так поют.
Очень я рада. И вот талант открылся. Günüm siriger, gülük düzbedingen, sıralgan akılızbın, sıdili duram. Unar burvavut aktubatingen, ahabut uyada tımnıy batingen, ötennegey büdü öle duram. Allarattan nabiti anya duram. Bütes biten bir bütes, bütünün tuğarı sınıda ümmitten bir sından kamçirin tuğarı hep ipinnem kiretiyem soğa anda haybıpin aralcıdiyem soğa eregey talan ürdedin sargı calı salalının olbat uygu cebiliden oray oray оray. Я закончил наше училище, педучилище, да, как баянист, колледж культуры как хормейстер, институт культуры как вокалист, и здесь Московский государственный университет имени Шолохова. Мы с Екатериной Семеновной познакомились до Нового года, в октябре месяце. Мы участвовали в Москве в международном конкурсе «Единство России, богатство России». И она нас послушала, и она вышла на нас. И мы вот уже второй год. Мы честь республики, честь своего наследия. Вот, поэтому у нас ответственность. Все эти самодеятельные коллективы представляют искусство республики профессионально, грамотно, трепетно передавая всю палитру национальных красок.
вот идем по Мясницким, смотрим, в сквере выступает. Оказывается, это гости нашей столицы из Якутии, проездом в Сочи. Нарядные, красиво поют. Очень понравилось, как они держатся, как они выступают, как они одеты. Вообще приятно, когда вот так вот идешь по улице, тут тебе вот такой подарочек. Согласитесь, чтобы собрать такой большой коллектив и вывести его за пределы республики – дело непростое. Но Екатерине Семеновне Ощепковой это удается. Финансовые страны под чистым энтузиазмом все едут. Что говорит? Но только придется сказать, Белюйские глава Винокуров помогает. И помогает Захаров, Эймяконского улуса. Трудно, я знаю, но он человек такой. Очень большой благодарность я. Руководитель Намского улуса, глава Атласов, тоже молодой, перспективный наш глава республики. Он помог нашим очень великолепным ансамблям Намына, который из Никольска, из деревни, маленького деревни. И они вот, когда они собрались в Италии, они гран-при получили. Вот очень таланты. Таланты лежат там. Все, они остались там, в глубинке.
коллективе не только ветераны, но и совсем юные артисты, которые уже сегодня высоко несут планку национальной культуры. Очень прекрасно пел наш маленький мальчик, который выступал опять Георгий Иванович детище. Он получил гран-при. И сегодня, конечно, тоже выступал, но, соответственно, там он выступал, очень хвалили его. И мальчик, конечно, имеет очень большое будущее. Фестиваль-конкурс «Единство России, богатство России» – это всегда для участников незабываемые встречи и положительные эмоции. 85 прекрасных коллективов из Краснодара, Республики Тыва, Вологды, Нижнего Новгорода и других субъектов Российской Федерации приехали представить свое непревзойденное мастерство в разнообразных творческих жанрах. Особенность этого изумительного мероприятия в том, что участвуют все, независимо от возраста. Среди участников были и наши земляки, которые с достоинством показали себя во всей красе и величии. И, конечно же, что самое важное, они взяли самые почетные места и награды, такие как диплом первой степени, 2 диплома лауреатов, дважды удостоены гран-при, а также получили специальный диплом за высокое профессиональное мастерство и символические кубки «Единство России». В большой состав якутской делегации вошли вокальные и танцевальные ансамбли из 32 человек. Я очень рада, что Республика Саха-Якутия приезжает, направляет к нам коллективы уже 8-й раз. Вообще это дорого стоит. Но самое потрясающее, что ни разу не уезжали без гран-при. Богата республика талантами. Это очень хорошо. Хочется отметить, что главная героиня и просто потрясающая женщина Екатерина Ощепкова, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, ведущий специалист общественного центра Губинского района города Якутска, на протяжении стольких лет открывает новые пути и возможности молодым талантам, которые, в свою очередь, искренне благодарны ей за все, что она делает. Очень трудно собрать
Но я всегда на всю жизнь работаю в культуре. Я где какие ансамбли есть, знаю. И самое главное, я работаю только села, из села. А вот село есть талант, действительно. Эти самодеятельные коллективы республики не первый раз проводят встречи и концерты в постоянном представительстве, и всегда здесь земляков встречают с большим радушием. А сейчас у нас есть возможность вернуться в 2015 год, когда с большим триумфом, выступив на фестивале в Москве, земляков чествовали в постоянном представительстве. Вот как это было. Мы показывали ренкинские песни из Булунского луса и песни разных национальностей. Мы большой очень рады, очень сплоченно, все, 65 человек выступило. Ну, всегда радует, что мы, Республика Саха, такими интересными номерами приезжаем. Этот коллектив является постоянным участником фестивалей не только в России, но и за рубежом. И впереди у них большие творческие планы. Мы живем в единой России, эхо дружбы звенит красиво, вместе жить веселее и легче, расстаемся до новой встречи. Участие в подобных мероприятиях является составной частью имиджевой политики республики. Я сейчас могу сказать, пока сердце бьется, пока нога держит, пока приглашение идет, пока народ доверяет, я буду работать до конца по моей родной республике, о развитии народного творчества. Все участники, вдохновленные своими победами, конечно же, благодарны Екатерине Семеновне Ощепковой, которая ведет большую подвижническую работу по продвижению и популяризации национального искусства Якутии, тем самым внося свою немалую лепту в укрепление имиджа Республики Саха.